Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле Киш. Итак, наверное, уже каждый из нас столкнулся в своей жизни с кибермошенниками. За последние, наверное, полгода, мне звонили как минимум 2 раза. Атакуют нас через интернет, социальные сети, телефон. В первом квартале ситуация все напряженнее. Например, такие цифры, что в первом квартале этого года Центральный банк инициировал блокировку около 97 тысяч телефонных номеров мошенников. В Татарстане за 7 месяцев этого года, я надеюсь, я не ошибаюсь в цифрах, мне потом гости подтвердят, граждане перевели кибермошенникам 2 миллиарда рублей. По 9-10 миллионов в день мы переводим мошенникам. Вот такой масштаб проблемы. Сегодня мы разговариваем о том, как уберечься от мошенников, как вообще их распознать, опознать, узнать и реально ли что-то вернуть. С удовольствием представляю наших гостей, которые помогут сегодня в этой теме разобраться. 2 миллиарда ведь правильно, да? За 7 месяцев этого года? 2 миллиарда? Даже больше. Ох, какой бюджет. Рамис Ринатович Газимов, полковник полиции, заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан. Хайрле Киш. Эльвир Тальгатович Сагиров, подполковник юстиции, заместитель начальника отдела Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан. СМСС. С нами сегодня Венера Габдулнуровна Мухамедзянова, пенсионерка. Хайрле Киш. Алексей Юрьевич Авандеев, начальник отдела развития услуг связи, Министерства цифрового развития, Государственного управления информационных технологий связи Республики Татарстан. Рады вас видеть. Дмитрий Николаевич Чернов, начальник отдела экономической безопасности отделения Банк Татарстан ПАО Сбербанк. Здравствуйте. Наталья Николаевна Артеменко, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Рады вас видеть. И с нами сегодня на скайпе психолог Лейла Казбековна Шейдукова, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Рада вас видеть и слышать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально, но если понадобится. Да? Предлагаю начать с результатов опроса нашей интернет-аудитории. В начале недели мы спросили аудитории, интернет-аудитории ТНВ, попадались ли вы на уловки мошенников. Нас результаты шокировали, не знаю, как вас. Да, отдал крупную сумму. Так ответили всего 10% пострадавших, проголосовавших. Нет, меня не обманешь, так заявили большинство, 52%. И 38% респондентов сказали, что нужно лучше работать с правоохранительным органом, тогда никто не пострадает. Вот зрителям мы задаем такой же вопрос, итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. Как бы вот наши эксперты оценили итоги голосования, вот это вроде 2 миллиарда за 7 месяцев этого года, и вроде всего лишь 10%, либо люди не очень хотят рассказывать про то, что их обвели и обманули. Хотелось бы сказать, что 2 миллиарда, больше 2 миллиардов, это только по нашей республике, по России, представьте, объемы и субъектов больше, да, поэтому к нам обращаются в среднем в день по 40-50 жителей республики, у которых как раз-таки совершены кражи со счетов и мошенничество путем звонков. Поэтому излишняя самоуверенность тоже, я считаю, не должно быть, потому что даже в тех случаях, когда потерпевших до этого предупреждали, проходили участковые полномоченные, родственники предупреждали ни в коем случае не общаться с незнакомцами, не верить, все равно эти люди в итоге переводили деньги. Такие случаи есть, и наверняка есть люди, которые не обращались, так называемые латентные преступления. Такие тоже есть. Но объемы должны понимать, в день до 10 миллионов рублей сумма ущерба только от этих видов мошенничества. Я еще один акцент сейчас делаю, уважаемые телезрители. Очень сложно нам, телевизионщикам, журналистам, найти тех, кто бы рассказал о том, что попался на уловки мошенников. Я сегодня благодарю за храбрость, искренне благодарю, Венера Габдулнуровна, пенсионерка. Но получилось так, что вы тоже попались на уловки. Вас обвели, и что произошло? Вот, и вы единственный, кто вообще пришел и сегодня готов, в принципе, об этом рассказать. На самом деле люди не особо горят этим желанием, поэтому огромное спасибо за храбрость. И вот скажите, вот сложно было сегодня согласиться на программу, и сложно было ли вообще признаться даже своим родным, что с вами произошла такая история, и сколько вы потеряли? Да, я стала жертвой мошенников, причем я стала жертвой мошенников с 30 сентября 2022 года по 14 июня 2023 года. Я очень переживала, когда вот попала в такую ситуацию. Я очень скрытно стала себя вести, потому что не разрешали ни общаться ни с родственниками, никому ничего о чем-то говорить. Я в октябре того года за
одну неделю, за 5 дней перевела 960 тысяч на страховые ячейки, как бы по системе быстрых платежей. После этого стали настаивать на том, чтобы я еще и оформила фиктивную куплю-продажу квартиры. Но тут уже зима началась, и я заболела, и от меня как бы отступили. Но, тем не менее, уже в мае этого года, где-то уже вот числа 14-15 мая этого года, по 14 июня этого же года, постоянные с 8 утра до 11 вечера постоянный контроль по телефону, как бы представителей Центрального банка, ФСБ, значит, работников Центрального банка, юридического отдела, постоянный контроль с 8 утра, звонок. Обязательно я должна сказать «доброе утро». Максим Владимирович, какой распорядок дня, что я должна делать, и они, значит, детально держат человека на контроле. Телефонную трубку не разрешают откладывать, звонят постоянно, разговаривают по 1,5 часа, очень настойчиво, очень... И поэтому в этом контексте я хочу предупредить пенсионеров, что мы уже в этом возрасте не владеем ситуацией, мы становимся излишне доверчивыми, наши болезни нас гнут, как бы продавливают под них. Мы поддаемся да, вот, прерву. Вот когда вы поняли, что вас обманули-то? Я поняла, какой момент? что меня точно обманули 14 июня этого года вечером, когда уже, значит, я перечислила деньги, 4,5 миллиона, я отдала в фестивальном бульваре молодому человеку, который представился инкассатором Центрального банка России, который сказал, что согласно конверту и письму, которое он мне дает, мне все возвратится, то есть я остаюсь в своей квартире. И когда этого не произошло, когда я перезвонила риэлтору и сказала, что я вот уже в такой ситуации, и когда он мне уже откровенно пригрозил, что со мной будет очень плохо, значит, вот тогда я обратилась тут же в полицию. И опять же, я призываю всех пенсионеров и даже работающих взрослых людей не бояться полиции, просить их о помощи. Только она может нас спасти, помочь. Я до часу ночи просидела в полиции 14 на 15. Полиция меня привезла домой, и я ей очень благодарна. Я благодарна министру внутренних дел Республики Татарстан. Я благодарна прокурору Московского района. Я благодарна всем оперативникам, которые приехали ко мне, значит, вникли в мою ситуацию, привезли меня в отделение полиции, которые опять же вникли в ситуацию. Оперативники сказали, что мы должны поймать этого мошенника. И да, я действительно его видела на опознании 8 июня этого года. Я его узнала, да, и не надо бояться полиции, надо быть благодарной и всегда обращаться, Спасибо, не Лена разговаривать по телефону да. долго. Мы еще потом советы тоже дадим. Вот, Лейла Казбековна, вот мы видим, да, как произошло, да. И человек не то что в течение 5 минут, человек достаточно длительное время находился под влиянием, под управлением, то есть, по идее, было время осознать, да, было время, в общем-то, сделать какие-то выводы, но настолько ее держали на крючке, назовем так. Что делают-то? Как так происходит? Что применяют? Ну вот есть такая поговорка: если не хочешь попасть под чары цыганского гипноза, не встречайся с цыганами. Сейчас очень много и инфо-цыган,
и мошенников, которые используют все те технологии, которые, в общем-то, являются сутью психиатрических, психотерапевтических методик. Это полугипноидное состояние, нейролингвистическое программирование, а иногда даже этого не надо. Я просто приведу пример, что со мной было, когда мне позвонили и сказали, что это следователи из Москвы, и сейчас очень быстро все осуществляется трансакции, и на мое имя берут займы, берут кредиты. Я перезвонила в один из отделов РОВД города Казани, там посмеялись и сказали, что, даже не посмеялись, просто очень любезно все объяснили, что это, конечно же, мошенничество, никакие дела не могут вестись по телефону длительное время и так далее. И тогда я подумала, что существует, наверное, какой-то психологический портрет жертвы мошенников. Это женщины пожилого возраста, обладающие какой-то степенью внушаемости, высокой внушаемости, с сосудистыми нарушениями, с какими-то когнитивными расстройствами. И я была уверена, что на меня, как на возрастную пенсионерку, работающую пенсионерку, вышли именно по этому признаку. Пока вот в этом РОВД не сказали, что на днях молодой человек, далекий от пенсионного возраста, переводил деньги больше 1 миллиона. Это был парень. Тогда возникает вопрос, что же надо сделать с человеком, чтобы он миллионами отдавал другим лицам. И вот тут я должна сказать о манипуляции. Первая манипуляция, конечно, это есть две. Это длительная программа и короткая программа. Короткая программа – это выведение на тревогу. Должно быть внутри состояние, похожее на паническую атаку. Мои гробовые деньги выносят, последние сбережения уничтожаются. И вот это состояние паники, оно же не контролируется, оно не анализируется. Это аффективная реакция, и она требует сиюминутного ответа. Вторая манипуляция – это, знаете, выведение на доброту. Жертву манипуляций жалеют, сочувствуют, входят в ее состояние, хотят сохранить ее деньги, проявляют отеческую или сыновью заботу. А нашим пенсионерам так не хватает ласки и любви. Третье, это вот было со мной, когда я сказала, скорее всего, вы мошенники, потому что я не помню, чтобы следователи вели дела по телефонам, да еще из Москвы, на что меня вывели на гнев и сами вывелись на гнев и сказали, как так, мы не мошенники, показали корочки, показали фамилию, имя, отчество, пробурчали какую-то свою должность и так далее. Я, тем не менее, перезвонила в отдел РОВД. Я хочу сказать, что не надо подвергаться манипуляциям. Вы никогда это не выиграете. У вас нет профессиональных таких способностей, возможностей. Ваш мозг будет постоянно одурманен. Это ведь не только эти люди мошенники. Бывают инфоблогеры, им миллионами отдают. Бывает очень много других очень умелых людей, которые манипулируют вашим сознанием, манипулируют вашими эмоциями. И дальше Тогда получается просто максимально быстро бросить трубку и перепроверить, да? Главный совет. Во-первых, не надо говорить слово «да». Да, это может быть «да». Вы согласны, что на вас берут кредиты? Слушаю. Во-вторых, как только услышали что-то похожее на это, просто не вступая никакого контакта, ни зрительного, ни слухового, никаких звонков, никаких встреч, уходите, бегите. Вы в этой битве не выиграете. Это невозможно. Хорошо, Лея Казбековна, спасибо. Есть кому еще что добавить? Почему люди скрывают? В общем-то, вот это мы сейчас договорим по... Эльвир Тальгатович, почему люди не готовы признать, что... Или обращаться в полицию в том числе? Я думаю, каждый человек, в принципе, скрывает, от своих близких и вообще, в принципе, от общественного мнения свои ошибки. Потому что в любом случае, будучи потерпевшим, человек по факту совершил ошибку, то есть доверился какому-то преступнику. Я думаю, это просто банально стыд, наверное, перед своими близкими родственниками. И порой вот этот стыд, на нем ведь и играют, да? То есть человек не говорит об этом своим родственникам, что с ним что-то происходит. С него берут этот режим строжайшей конфиденциальности. Не дай бог ты кому-то что-то скажешь, да? То есть все это присутствует. Вот сейчас я хочу все-таки посмотреть на цифры, которые нам предоставила МВД по Республике Татарстан. На фоне вот общего количества преступлений, снижения общего количества преступлений, рост кибермошенничества сейчас нас напугает своим масштабом. То есть 6 месяцев 2018 года было 1561 случай, 6 месяцев 2023 8852, то есть рост плюс почти 500%.
Откуда такой всплеск? Я не знаю, мы богаче стали вот за все это время, да? Мошенников стало больше, доверчивых стало больше. Какие можно вот сейчас параллели? Я сейчас, наверное, буду оперировать к Рамису Ринатовичу и к Эльвиру Тальгатовичу. Ну, хочу, значит, подсказать, вот эти сначала объясню основные виды преступлений, такие как убийство, квартирные кражи. Идет спад ежегодный, потому что у нас идет увеличение числа видеокамер, умные домофоны, правительство республики в этом помогает. Из-за этого эти преступления, они фактически оставляют следы, людей мы находим, подозреваемых находим, совершать их без сложностей, все труднее. Без квалификации, да, труднее. И поэтому преступники отходят от этих видов преступлений, видите, снижение каждый год. А дистанционные кражи и мошенничество в настоящее время легкий способ, не надо никого бить, отбирать. Все пользуются теперь банковскими картами, онлайн-приложениями банковскими, все пользуются сотовыми телефонами, им и звонят. То есть поле огромное, да, для работы? Да, и если говорить о нашей профилактике, если вот эти виды основные мы сможем профилактировать в плане общения с такими же подучетными лицами, которые ранее судимы были за эти преступления, мы их видим, они живут у нас в республике, такие есть, то вот по нижней строке, по этим видам преступлений у нас большинство совершаются из-за пределов либо республики, либо из-за пределов России. Соответственно, мы не можем профилактику проводить с подозреваемыми. А залезть в мысли каждого жителя республики и где-то остановить в определенный момент... Под угрозой каждый, да? Мы физически не сможем. Верните, пожалуйста, нам графику, не убирайте, пожалуйста, ее. Я про цифры, да, сейчас. У меня все-таки вот такой вопрос созрел. Рост не от того ли, в том числе, что, в принципе, безнаказанно? Потому что... Ну, по безнаказанности... Судить как? Вот мы по мошенничествам, по количеству задержанных лиц, по количеству раскрытых мошенничеств занимаем второе место по России после Москвы. То есть мы... какой процент раскрываемости? В целом дистанционных краж и мошенничеств в настоящее время порядка 21%. Но вы должны понимать, что... По убийствам почти 100%, да? По кражам, я так думаю, около 80%, да? Ну, средняя статистика такая идет. Квартирные кражи практически 100% сейчас. Кражи автомашин, угона автомашин, они тоже под 80-90%. И, соответственно, потому что вот эти преступления сложно раскрыть, я думаю, это тоже влияет, Наталья Николаевна, как вы считаете? Вот могло повлиять? Я хотела бы пояснить, что все-таки вот дистанционные кражи и мошенничество бывают двух видов, да? Физические и удаленные. Вот как раз сейчас речь идет о латентных, это удаленные, то есть обезличенные. Преступники покупают сим-карты без каких-либо данных, используют интернет-ресурсы и так далее. А как установить личность? Ее же невозможно установить, поэтому... Что это тоже могло поэтому и повлиять. Конечно, поэтому говорить о некачественной работе органов невозможно. Невозможно. Нет, мы здесь не сомнений, мы не ставим под вопрос качества. Я в отношении опроса, да? Который был озвучен в начале. Мы сейчас вопрос даже не качества, а в том, что это преступление очень легко совершать и очень, в принципе, легко не попасться, да? И при этом сложно предотвратить. Сложно предотвратить и очень легко заработать. Эльвир Тальгатович, вот вы чем объясняете такой всплеск? Еще. Ну, только тем, что злоумышленники, как правило, находятся, вот, скажем так, не вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, то есть не нужно с кем-то встречаться, видеться, кого-то там вводить в заблуждение, если это касается хищений, то в данном случае люди просто могут находиться там на территории другого субъекта или, может быть, другого населенного пункта или вообще другой страны, как, в принципе, у нас уходят следы, скажем так, в некоторых случаях. И злоумышленнику, в принципе, гораздо проще, я думаю, совершить преступление дистанционно, нежели точно так же, например, совершить квартирную кражу или какое-то другое имущественное преступление, где необходимо непосредственно или вступить в контакт, или что-то сделать противоправное, что, возможно, будет замечено, скажем так, или зафиксировано какими-то средствами видеофиксации. Эльвир Тальгатович, да, мы сейчас говорим о том, что где 20%, да, раскрываемость. Есть какая-то фактура этих злоумышленников? Вы же кого-то, все равно же ловим. Фактуру в каком плане вы имеете в виду? Что за средний портрет? Кто это сегодня? Ну, как правило, это молодые люди, как правило, то есть в диапазоне где-то от 20 до 30 лет. Иногда, в некоторых случаях сейчас очень часто попадаются и несовершеннолетние ребята, которые выступают в роли курьеров. То есть они находят, скажем так, легкий заработок в интернете, в телеграм-каналах и так далее. И соглашаются, скажем так, на легкие деньги, выступают в роли курьеров, приезжают, забирают деньги у потерпевших. Как у нашей уважаемой потерпевшей. Вот. И, соответственно, в последующем
попадаются. Но, опять же, вот найти, скажем так, уже дальше уже в последующем уже проводится очень большая работа по установлению, скажем так, конечного организатора. Ну, то есть не только курьеров. Да. В этой ситуации, вот 20-30 лет, вы говорите, средний портрет, это, как правило, не знаю, работающие люди, люди с высшим образованием, либо это бывшие заключенные, судимые? Нет, как правило, это ну, скажем так, молодые ребята, студенты, не работающие с какой-то сложной финансовой ситуацией. И, ну, как бы вот такие очень молодые ребята. Хорошо, спасибо. Сейчас будет вопрос к Алексею Юрьевичу и Дмитрию Николаевичу, потому что ну, вот я в своей практике столкнулась, да, за последнее время. У меня был звонок с портала госуслуг по WhatsApp, да, все логично, особенно когда картинка, портал госуслуг и так далее. Ну вот я тоже в этой ситуации как самоуверенна, я-то знала, оттуда был звонок, и был звонок также от Сбера. Но вот со Сбером я веселилась, потому что у меня карты там нет. Я вот примерно 20 минут выспрашивала, интересовалась и так далее, под конец заявила... Ну и ладно, у меня там все равно карты нет. За что получила в ответ ряд оскорблений, но мне понравилось. Но при этом я понимаю, что это я была подготовленная, но понимаем, как происходит на самом деле. Что происходит по вашей статистике и по вашей? Давайте, может, я тогда со своей статистики начну. Вот. По статистике Сбера только за 2023 год мы наблюдаем, что, ну, вот, о чем говорили, латентные преступления, которые, может быть, не доходят до заявлений, до возбужденных уголовных дел, но мы фиксируем в своих системах операции, которые не характерны для человека. Да? Ну, если он, допустим, получает зарплату, идет ее тратит в продуктовых магазинах, и тут неожиданно падает какая-то либо сумма крупная на счет, и он пытается ее снять. Соответственно, такие платежи, такие операции Сбербанком приостанавливаются до выяснения сути данной операции. Ну и, как правило, здесь мы где-то вместе даже взаимодействуем с сотрудниками правоохранительных органов для выяснения, насколько правомерны эти операции. Вот. Если же говорить, возвращаться к статистике, то я хотел немножко увести, что акцент в ту сторону, что помимо того, что похищают собственные денежные средства, мы видим, что идет порядка 25% хищений, похищают уже кредитные денежные средства у клиентов банков. Ну и по той статистике, которая у нас имеется, вот вы в начале передачи озвучили, мы знаем, что порядка 83% россиян так или иначе сталкивались с кибермошенничеством, ну где-то кому-то удалось уйти от злоумышленников, кому-то нет. И самое, наверное, важное, на чем, и вот что касается статистики, мы провели аналитику, и если у нас в 2020 году похищали где-то только сбережения, в 2021 году стали похищать помимо сбережений еще и кредиты, в 2022 году были уже фиксации случаев, плюс к этому ко всему стали переоформляться сделки с недвижимым имуществом. И 2023 год, ну, может быть, в контексте текущих ситуаций, он у нас выливается в различные противоправные действия, на которые вынуждают потерпевших, у которых украли деньги. Ну, наверное, каждый из вас где-то сталкивался в новостях или в каких-то других ресурсах, где происходят поджоги, подрывы, нападения. И вот это, на самом деле, сегодня одна из таких, ну, важных проблем, с которой мы в том числе пытаемся бороться. Хорошо, еще один момент. Сейчас я попрошу показать удостоверение, да, Банка России. Во многих случаях, о которых нам сегодня тоже говорят в МВД Республики, о том, что либо отправляют на WhatsApp документ, что человек подтверждает, что я сотрудник банка, либо показывают напрямую, появляясь, но это уже реже, да, происходит. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич, скажите, что не так? Ну, уважаемые коллеги, здесь, в принципе, можно сказать общими фразами, что все здесь не так, потому что, ну, настоящий сотрудник Центробанка никогда не будет направлять свое служебное удостоверение для подтверждения каких-либо своих полномочий, ну, как и сотрудники полиции. Просто говорю из практики, вот именно в качестве подкрепления, в качестве введения жертвы в доверие используют как раз вот бланки какие-то строгой отчетности, так называемые. Да? В принципе, ну, я не могу сказать, какое удостоверение у Банка России в моменте, но они как минимум выглядят иначе, и сотрудники каких-либо учреждений никогда их не направляют в качестве подтверждения. То есть, если вам приходит документ, это как раз говорит о том, что это 100% мошенники, да? Вас пытаются ввести в заблуждение, и вам максимально пытаются доказать, что в отношении вас происходит что-то правомерное.
Все, замечательно. То есть получили, даже не смотрите. Да? Я правильно понимаю? Получили, даже не смотрите. А лучше потом просто перезванивайте в банк и выясняйте остальные детали. Что происходит с порталом? С порталом. Ну, статистику я, к сожалению, сейчас сказать сразу же не смогу, но вы понимаете, что мы в цифровом мире сейчас живем, цифровая экономика развивается, все больше цифровых сервисов. Портал госуслуг – это один, наверное, из самых популярных государственных сервисов, которые сейчас есть. Им пользуется огромное количество пользователей, десятки миллионов россиян. Соответственно, это огромное поле для действия для мошенников. Это как и фишинговые электронные письма, которые приходят к вам на почту, с помощью которых мошенники получают доступ к вашему личному кабинету. Это и звонки, как и раньше говорили, да, где давят на срочность, что мы обнаружили подозрительную активность в вашем личном кабинете, срочно сообщите нам 4 цифры пришедшей смс-ки на ваш телефон, и, соответственно, в этот же момент вы также теряете доступ к своему личному кабинету. Это, в принципе, такие общие мошеннические действия, которые... Как убедиться, что звонит... во-первых, портал госуслуг никогда не надо понимать, не что звонит. с портала государственных услуг, если вы не подавали никакого заявления, вам никогда не позвонят, вас никогда не спросят ваши личные данные, потому что все они известны технической поддержке, они никогда не спросят номера смс-ок, они никогда не будут сообщать вам такие ситуации о том, что в вашем личном кабинете происходят какие-то подозрительные действия. То есть фактически, если здесь предъявили документ, это значит уже обман, а если здесь позвонили, то в принципе да, если вы не подавали какого-то определенного заявления или жалобу в техническую службу. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем в ток-шоу.опора говорить о том, как уберечься, как не попасть на уловки мошенников. Вот Дмитрий Николаевич хотел добавить по поводу... Да, хотел бы добавить, что изначально воздействие на клиента банка либо человека вообще начинается с чего? Ему звонят. Вот. Соответственно, одна из первых рекомендаций, которые есть и в Сбербанке, и вообще мы рекомендуем любому жителю Российской Федерации, запишите те телефоны, которые принадлежат вашему банку. Если вы даже сходили там в какой-то государственный орган и считаете, что вам оттуда могут позвонить, запишите его в телефонной книжке. И, соответственно, вы будете видеть, когда вам звонит кто-то незнакомый, значит, это, скорее всего, кто-то, от кого вы не ждете звонка, и лучше этот звонок пропустить. Ну, либо перезвонить тому, кому вы хотите и считаете нужным. Хорошо, спасибо. Сейчас как раз вот Дмитрий Николаевич нам сказал о новом тренде, да, когда сами пострадавшие становятся уже на путь преступления. Вот это тренд этого года? Да, к сожалению, в этом году именно участились такие случаи, когда потерпевшие по мошенничествам дальше бывает, что становятся сами подозреваемыми, когда ими манипулируют, они продолжают общение. И, как вот правильно сказали, самый основной способ – это прекратить общение, положить трубку. Но сейчас всех хочу предупредить, что в настоящее время мошенники, они идут дальше, по несколько раз, по 2-3 раза в дальнейшем перезванивают. Даже если положите трубку, если прекратите общение, продолжают названивать. При этом доказывают, как вы привели пример, это как раз по одному из наших потерпевших, по удостоверению сотрудника Банка России. Идет дальнейшее общение, уже присылают документы, но пытаются навязать потенциальному потерпевшему именно правдивость своих намерений. Поэтому основной способ уберечь себя – это прекратить разговор. Как работает схема, что пострадавший вдруг потом встает на путь преступления? Что происходит? Что за схема? Схема, не в моей компетенции все это озвучивать, но хочу сказать, что идет манипуляция таким образом, что потерпевшие, которые уже потеряли свои деньги, в дальнейшем якобы становятся какими-то участниками каких-то операций, комбинаций под видом сотрудников ФСБ, полиции. То есть идет именно... Значит, разговор от имени ФСБ и полиции. Но в данном случае должны понимать, что если где-то кто-то какие-то комбинации хочет провести, либо повестку присылают сотрудники полиции, либо придут к вам на адрес, но никак не будут по телефону пытаться провести комбинации. И у нас как раз-таки 40% всех мошенничеств, это вот порядка 4000, это как раз пример, как у нашего потерпевшего, Венера Габдулнуровна, да, когда звонят от имени сотрудников банка, переключают на сотрудников ФСБ, переключают на сотрудников полиции. И это 40% самое большое количество. Поэтому нужно в таком случае сразу прекращать разговор
И, кстати, вот по примеру Венеры Габдулнуровны, да, она сказала буквально позавчера, именно тех лиц, которые предъявили ей такое удостоверение Банка России, они сами жители Москвы, мы выехали в командировку, обоих задержали, сегодня по ним решается вопрос об аресте, то есть, в принципе, люди задержаны, она сама на следственных действиях участвовала, все, в принципе, прошло быстро. Но я к тому, что сколько людских и материальных ресурсов на это вкладывается. И наши сотрудники выезжают в командировки, и для этого задерживают людей, после чего работают, проводят следственные действия. Ну, постараемся довести все это дело до конца. И не факт, что еще все получится вернуть, я так понимаю, да? Дальше уже роль подозреваемых в части возмещения ущерба, насколько будет суровый приговор, тоже зависит от того, насколько они возместят ущерб нашей потерпевшей. Хорошо, сейчас давайте еще раз на схемы посмотрим мошенничества, какие сегодня самые распространенные. Да, дайте нам, пожалуйста. То есть у нас есть под предлогом несанкционированного доступа к счетам граждан, да, под видом банковского сотрудника и сотрудников силовых органов. 20% происходит под предлогом выгодного инвестирования, участия на биржевых торгах. 19% предоставления услуг и заказ товара в интернете. 6,5% с использованием сайтов бесплатных объявлений, покупка и продажа товара. И 3% под предлогом родственник попал в беду. То есть вот тренд был еще несколько лет назад, родственник попал в беду. Мы понимаем, что сегодня наконец-то, в общем-то, достучались, допрофилактировались, как говорят в МВД. В общем-то, позиции упали. Но здесь не так много денег, я думаю, да, проще зарабатывать вот там, где 40% сегодня, и суммы совсем другие, и рынок совсем другой, 2 миллиарда за 7 месяцев. Самый распространенный мы сейчас увидели. Вот из новых сейчас вы говорите о том, что люди становятся на путь преступления в том числе. Что вот из каких пояснений еще можно дать? Да, вот под предлогом выгодного инвестирования. Что предлагают? Ну, предлагают инвестирование. Это у нас в основном сейчас в последнее время на телеграм-каналах, различных чатах находят объявления о выгодном инвестировании, о выгодной покупке криптовалюты. При этом люди переходят на эти сайты, не изучая отзывов, не изучая рейтингов этих бирж, и начинают вкладывать деньги. Должны понимать, что на экране, на счетах они вроде видят какие-то суммы, какие-то увеличения процентов своих сбережений, но при этом материальных денег нет. И видя эти увеличения, они все вкладывают деньги, идет рост каких-то сбережений, процентов, а в итоге, когда пытаются вывести деньги, то начинают преступники просить комиссии для возврата денег, люди еще добавляют денег. Вот пример у нас буквально на прошлой неделе был, когда 7 миллионов наш житель вкладывал в течение 2 месяцев деньги в так называемую вот псевдо-лже-биржу. При этом, понимая, что если бы он забил это в интернете и проверил бы по отзывам, по рейтингам, то там везде все пишут, что это обман. Но при этом он потерял эти деньги. Хорошо, еще одна схема была купля... Да? По биржам, да. Хотелось бы тоже акцент расставить, то, что компании, которые предоставляют услуги инвестирования, как правило, они аккредитованы Центробанком, и их перечень располагается на сайте Центробанка. И еще один момент. Людям под предлогом инвестирования предлагается перевести деньги не на какое-то юридическое лицо, которое занимается этим профессионально, а предлагается перевести на какое-то физическое лицо, на какой-то счет физического лица. Поэтому обращайте внимание, куда вы переводите деньги. Это должна быть официальная компания, которая этим занимается. Аккредитована. Еще был пункт в этой схеме, это покупка-продажа товаров. Эльвир Тальгатович, а там-то что? Ну, да, схему, если бы нам дали, было бы замечательно. Покупка, продажа товаров, как правило, это на различных наших платформах. Это как Авито, например, Юла и так далее. То есть люди, злоумышленники, скажем так, размещают объявления о продаже того или иного товара, соответственно, получают оплату за этот товар, ну и наши пострадавшие, как правило, ничего не получают. Вот как бы на самом деле самая простая схема. А там как защититься? Потому что сейчас представлен товар в интернете, сайты вот этих объявлений, сотни, десятки людей. Же, там как проверить? Там вроде бы никаких не аккредитаций. Нет, там никаких аккредитаций не нужно. Ничего. Там в любом случае можно на том же самом сайте Авито, там есть, например, можно заключить сделку, то есть вы оформляете покупку, то есть безопасная сделка, то есть вы оформляете покупку, у вас денежные средства списываются, но они как бы резервируются там на промежуточном этапе. И после того, как вы товар получаете, соответственно, уже дальше денежные средства поступают уже продавцу того или иного товара. Можно дополнить
Ведь именно такая схема используется в ряде зарубежных государств. То есть до момента, пока товар не получен, деньги находятся виртуально на счету, и только когда получатель товара подтверждает его получение, деньги перечисляются. Ну, А как убедиться, что это безопасно? Нам какой-то значок, метка, да? Что стоит? Каким нет, образом? это то есть вот любой человек, Или который... это гарантирует Система сама. сама система? Да. Мгм. Хорошо. Наталья Николаевна, вот в принципе мы сейчас понимаем, что с энергоблокированной ситуация такая, что задержаны. Но что происходит дальше? Вообще, какие, есть ли шансы, в принципе, вернуть подобные средства? Как вообще, куда обращаться в случае мошенничества, вот, помимо полиции? Может быть, я не знаю, сразу в суд? Вообще, какие перспективы-то есть? Ну, вот знаете, всем потерпевшим, которые уже поняли, что они потерпевшие, я бы хотела порекомендовать в первую очередь не закрываться в себе, надо с кем-то поделиться. Я понимаю, что в первую очередь это родня, но у вас получилось так, что вы не стали, да, с родственниками делиться этой информацией. Может быть, тяжело в какой-то мере родственникам признаться в этом. В правоохранительные органы отчасти люди боятся идти, но у нас в университете правосудия, как и в других институтах, действует юридическая клиника. Можно прийти и просто получить консультацию. Можно всегда подойти к преподавателям, получить консультацию. Мы вас не знаем, вы нас не знаете, но мы направим, что делать, как делать и что будет правильно. То есть, по идее, Венера Габдулнуровна могла засомневаться, никому Да. говорить не хочет, но она может просто так бесплатно прийти, я не понимаю. Абсолютно бесплатно, да. Эти услуги оказываются бесплатно, и мы всегда проконсультируем по этому вопросу. Это, знаете, как вот психологический прием, да, проще рассказать своему спутнику в поезде, чем сознаться родственникам или друзьям. Примерно такая же ситуация. По возврату средств, ну, конечно, потерпевшая может обратиться с иском к виновным, но все зависит от того, есть ли у них возможность вернуть эти средства. И найдут ли, где эта возможность, Да, этими да, средствами откуда лежит сегодня, возможно да? эти средства возместить. То есть вот у нас чем может быть плоха сама система, вот возврата денежных средств потерпевших не только от мошенничества, а от всех иных преступлений, ну, к сожалению, нет. А банки возвращают? Ну, я, знаете, хотел бы поделиться тут статистикой определенной. Ну, она больше не в процентах, но все-таки опыт возврата денежных средств похищенных есть. Он небольшой, там буквально, ну вот я, если возьму статистику за 23 год, у нас те, наверное, инцидентов, в которых мы участвовали, это порядка 16 миллионов, да? Это, ну, все, что занимались именно здесь, в Казани. Вот. Из них порядка 2,5 миллионов нам удалось вернуть. Это процесс, конечно, ручной, кропотливый, но здесь самое важное, я на таком моменте хотел сделать акцент, надо быстрее обратиться в банк, с которого ушли деньги. Если вы знаете счет, то вы можете идентифицировать тот банк, куда ушли деньги. И также можете в интернете найти горячую линию этого банка и обратиться. Потому что, ну, в принципе, любой банк в целях соблюдения федерального законодательства, он, в принципе, отслеживает все операции. Вот. Единственное, надо ему об этом сообщить. Но иногда идентифицировать какой-то мошеннический характер транзакции, ну, достаточно сложно. Вот. В этом плане даже... В течение какого времени, Дмитрий Николаевич? Ну, я знаю, сколько порядок, что вот если я в течение суток обращусь, у меня есть шанс, что мне вернут. Ну, желательно, или 15 конечно, минут, звонить или в тот 5. же момент, потому что даже по правилам банка, если вы поняли, что в отношении вас совершается мошенничество, надо прям ежесекундно звонить в банк, сообщать о мошенничестве и блокировать все свои счета. То есть в этой ситуации сохраняется возможность возврата средств? Определенная перспектива, да, Определенная остается. перспектива. Хорошо. А можно вопрос вот к вам? А банк вообще несет какую-то ответственность за мошеннические действия? Но здесь все зависит, насколько банк был проинформирован о характере операции. Потому что, Ну вот в каких случаях банк будет нести ответственность? если клиент изначально обращался, просил заблокировать свои средства, и после И этого... банк это не сделал. Да, А проводились когда идет операции, между конечно двумя, же, да, операции между если двумя, же то смысла клиент нет. по своей инициативе добровольно провел операцию, и она не прошла как какая-то сомнительная, не имела какой-то особенный, может быть, характер, вот, ну, соответственно, здесь, конечно, помочь мы... Хорошо, сейчас еще один вопрос, Алексей Юрьевич. А как вообще попадают, ну, вот если звонят, то значит знают. Иногда меня вот по имени-отчеству называли, да, там, я думаю, и вас тоже, и вам, наверное, тоже звонили, кстати, да? Да, звонили? звонили, конечно. С портала госуслуг? Оттуда еще нет, к сожалению. Как попадают? Ну, звонят, действительно владеют информацией. Иногда очень полной, включая работу, включая должность. Что происходит и что мы делаем для того, чтобы этого не было?
Да, действительно, сейчас в сети достаточно большое количество слитых баз данных с различных сайтов, где граждане оставляли свои личные данные при покупках, при регистрации. Эти слитые базы данных не могут быть как причиной недостаточной информационной безопасности, защиты информационной безопасности у этих сайтов, у этих платформ, сервисов, или это просто какие-то нерадивые сотрудники этих сайтов, которые слили эту информацию в сеть ради наживы, соответственно, и продают ее таким вот мошенникам. Вот, поэтому не стоит сейчас удивляться, что вам позвонят с полным набором информации, где вы живете, как вас зовут, когда вы родились, и поэтому можно легче стать целью мошенника. Поэтому, конечно, стоит придерживаться простых правил гигиены, цифровой гигиены, так называемой, или кибергигиены. Это простые правила, которые все должны знать наравне с простой гигиеной. Да? То есть Какие? Сложный пароль, длинный пароль с тяжелыми символами, двухфакторная аутентификация – это когда вы заходите в какой-то сайт не только со своим логином и паролем, а еще перепроверка из смс-код, который приходит к вам на телефон, 4-значный, или через сообщение на электронной почте. Ну, разумеется, надо всегда не надо быть самоуверенным, нужно понимать, что в любой момент вас могут обмануть. Разумеется, стоит пользоваться современными средствами защиты от спам-звонков тех же, и такие услуги предоставляют и сами операторы связи, есть специальные приложения, которые блокируют звонки от мошенников. Но здесь тоже надо понимать, что эти базы данных, они обновляются с какой-то периодичностью и могут пройти звонки от мошенников с новых телефонов, с новых номеров телефонов. Хорошо. Лейла Казбековна, дайте нам, пожалуйста. Лейла Казбековна, давайте вот тоже как-то немножко подытожим. Мы сейчас вот про портрет поговорили, про схемы проговорили. Вы уже говорите, что не пытаетесь манипулировать. Но, в принципе, вот здесь вот сейчас правила цифровой гигиены. Какие правила еще мы можем, может быть, не то, чтобы быстро положить телефон, но обязательно с кем-то поговорить? Действительно, обязательно позвонить брату, соседке и так далее. Кстати, в моей практике была история, когда мошенники позвонили лет 20 назад соседкам на одной летней площадке, они друг другу просто пошли в гости, чтобы денег попросить. И, говоря, встретились на летней площадке, и все разрешилось само собой, никто никому ничего не перечислил. Как раз, когда сын попал в ДТП, тогда история это была. Вот что делать, особенно, действительно, в большей степени пожилым, наверное, хотя мы сейчас понимаем, что мы все под угрозой. Я поняла вас. Значит, если вы проявили какую-то эмоцию, интерес, тревогу, какую-то заинтересованность, то вы находитесь на психологическом крючке. На другом конце сразу же появляется кнопка, что с вами можно работать. Причем даже вы можете пристыдить. Это ни о чем не говорит. Пристыдить – это тоже эмоция. Я так делала, и мне десятки раз звонили. Они неутомимы и идут на измор, на истощение. Поэтому никаких контактов, простите меня, с террористами, с мошенниками и так далее. Второе, должна быть какая-то государственная поддержка. Все медиапространство должно быть по типу ОБЖ, ведь детям говорят, не общайся с педофилами, не делай то. Детям говорят, почему старикам об этом не говорят. Каждый день надо об этом какие-то 5-минутки посвящать на уровне уже масс-медиа. Школы, учреждений, провести какие-то объясняющие беседы. Это обязательно. Но суммы-то какие огромные уходят в чужие карманы, они же нам самим нужны. Ну и в-третьих, конечно же, еще раз знаете, что там работают профессионалы. Вы тут сказали, 16-летние мальчики. Вот я в телефонном звонке никакого 16-летнего мальчика не услышала. И как профессионал-психотерапевт, я могу сказать, что работа была проведена великолепно, просто блестяще. И если бы на моем месте был другой человек, то он отдал бы самые последние свои деньги. Не надо с ними вступать в контакт, и поэтому все вот эти телефонные звонки надо обрывать, потом перепроверять в банке, у друзей, у родственников. Я перепроверяю, у сына он смеется и говорит, что очередной раз пенсионерку хотели надуть. Хорошо, Лейла Казбековна, спасибо большое. Когда Лейла Казбековна говорит о том, как обрабатывают, какой психологический крючок, у нас если мы говорим, что 20-30 лет люди просто как так зарабатывают, подрабатывают курьерами, но на самом деле, если они психологически готовы,
Откуда они, каким образом они владеют психологическими приемами? Нет, вы не забывайте, это то есть про разных людей как бы Так. речь идет. Те, кто звонят, это как бы другие совсем, то есть это уже более взрослые, Так, сформированные как люди. примерно выглядит вот эта схема, которая выстраивает вот такой всеобщий обман? Общая схема, ну, то есть есть, грубо говоря, люди, которые осуществляют звонки, есть, наверное, среди них, скажем так, руководители, я конкретно пример уж приводить не буду, и, соответственно, звонившие люди, они вводят в заблуждение этого человека, и далее уже в зависимости от схемы преступления или потерпевший, будучи введен в заблуждение, снимает свои денежные средства, например, и передает уже нарочно курьеру, про который как раз и говорил. Понятно, но они ведь на каждом этапе, они умеют общаться, умеют давить. Но есть Это их талант. Здесь не столько, может быть, о таланте идет речь, сколько о скриптах. Ну, потому что люди не будут звонить вам. Ну, я попробую, позвоню, и как разговор пойдет, ну, так по ходу дела и будем смотреть, о чем разговаривать. Есть разработанные скрипты. Шаблоны, стандарты. Да, скрипты, шаблоны, стандарты, по которым идет беседа. Ну и, соответственно, как реагирует тот, кому позвонили, исходя из этого выстраивается, там будет Центробанк звонить, так называемый ФСБ, или, так скажем, кому больше клиент доверяет, тот следующий ему и позвонит. Вот, поэтому и хотелось бы тоже здесь небольшой акцент расставить. Сейчас, Да, если только коротко, пожалуйста, мы завершаем программу. Минут. В банках сейчас реализуется функция, в частности в нашем, для тех лиц, которые не совсем уверены в своей где-то финансовой грамотности, и то, что они могут грамотно распорядиться своими средствами, есть возможность подтверждения через близкого человека. То есть такую функцию, да? близкому человеку будет приходить уведомление, поэтому, пожалуйста, как пожилые, как любой категории граждан, которые сомневаются где-то в себе, сделайте подтверждение через того, кому вы доверяете, кто у вас действительно в этом лучше разбирается. Сейчас в любом банке есть. Можно прийти написать заявление, что без личного приема То есть, по идее, никаких... в принципе, можно поговорить, по крайней мере, со своими родителями, да? Да. Те, кто в группе риска, потому что в большей степени это родители возрастные, и попробовать включить, если такую функцию, если такой элемент есть. В завершении программы буквально коротко, все-таки, Венера Габдулнуровна, какие главные ошибки вот вы допустили, вы сейчас уже осознаете? Вот ваши главные емкие советы телезрителям по ту сторону экрана. Во-первых, обязательно обратиться в полицию. Так, Не второе. реагировать вот на эти телефонные звонки именно в таком режиме, как они напирают на пенсионеров. Немножко, значит, обеспечить юридическую грамотность. Но и хотелось бы, чтобы вот сотрудники банка обратили внимание на то, что они ведь не выполняют этих инструкций. Им и говоришь, что ты по возрасту не соответствуешь, чтобы тебе такие деньги выдавали. Там нет, девочки манипулируют вместе с риэлторами, со всеми, также и с покупателями, манипулируют нами, пенсионерами. Поэтому, кроме того, как только обратиться в полицию, действий нет. Потому что даже если и говоришь, что и по возрасту не должна получить такую сумму, никто тебя не слушает. Психологически давят. Только полиция. Да, очень коротко. Значит, обращаться в полицию, все, что сегодня... Адвокаты обязательно нужны. В нашем возрасте нужны адвокаты. Хорошо. Сейчас давайте, Алексей Юрьевич, на ваш взгляд, главный совет. Какого бы вы ни были возраста, как бы вы не были уверены в пользовании услугами связи современными технологиями, всегда соблюдайте правила цифровой гигиены, сложные пароли, все возможные способы защитить свои аккаунты, личные аккаунты, личные записи. Пользуйтесь всеми возможными техническими средствами. Наталья Николаевна. Очень вот емко, эти да, пожалуйста. все правила цифровой гигиены, это, конечно, здорово, но для пенсионеров они абсолютно не подходят, они не приспособлены к этому. Поэтому мой совет всегда проверять. Позвонить в банк, если вас не могут соединить, прийти в банк, если вам звонят с ФСБ, сделать то же самое. Хорошо, Дмитрий Николаевич. Да, я тоже больше, наверное, где-то присоединюсь. Подойдите к кому-то и проконсультируйтесь, кому вы действительно доверяете и кого вы знаете. Потому что вы... Те, кто попадаются на уловки мошенников, вы доверяетесь тем, кого вы ни разу не видели, и вы идете по их инструкциям. Поэтому подойдите к тому, кого вы знаете в лицо, расскажите ситуацию. Он, если сам не может помочь, то наверняка вас доведет до ближайшего отделения банка, либо до ближайшего отдела полиции, где вы сможете рассказать, и вам помогут.
Хорошо, а сейчас подытожат тоже сотрудники МВД. Результат интерактивного голосования с телезрителями. Большинство, 41%, считают, что их никогда не обманешь, как интернет-аудитория. На первом месте больше 27, да? 27% те, кто считают, что те, кто отдал и потерял крупную сумму. Ну и 30% считают, что правоохранительным органам нужно работать еще лучше, чтобы всего этого не допустить. В общем-то, примерно похоже, но телевизионная аудитория призналась-то больше, да, в этой ситуации. Очень коротко, пожалуйста, Рамис Ринатович, ваш совет. Самый главный эффективный способ, так как, я уже сказал, больше всего преступлений от имени службы безопасности банков, ФСБ, полиции, прекратить разговор самый действенный. Даже если будут перезванивать, прекращать разговор. Потом уже идти и к родственникам, и звонить в полицию, но прекращение разговора обезопасит всех. Хорошо, спасибо, Эльвир Тальгатович. Да, хотел добавить, вот Рамис Иванович правильно сказал, ни в коем случае не нужно сообщать никакие сведения в ходе телефонного звонка. Ни один сотрудник банка, ни один сотрудник правоохранительных органов никогда не будет спрашивать какие-то коды доступа или еще что-то, или просить об участии в какой-то операции по задержанию какого-то мошенника. То есть этого никогда не будет. И еще один момент, который очень важен, хотел бы обратить внимание зрителей. Не нужно обращать внимание на то, что вам звонят с какого-то номера, очень похожего на номер там, правоохранительных органов, МВД и так далее. То есть у злоумышленников есть возможности использования специальных приложений. Через интернет осуществляются звонки с подменных номеров, которые схожи, скажем так, или полностью идентичны нашим номерам. То есть фактически звонок идет через интернет, это есть такая функция, звонят, и за счет этого также входят в доверие. Не нужно обращать на это внимание, просто... Правильно коллеги сказали, просто завершить разговор и не сообщать никаких данных. Завершить абсолютно. разговор и перезвонить уже, да, самим. По реально действующему номеру. Я благодарю всех экспертов. Не попадайте на удочку мошенников. Я думаю, что сегодня советы были вполне хорошие для того, чтобы защитить себя. Всего доброго, до свидания.